немножко отлетевшие как будто бы вот с этой постановкой диагноза. Вы тащите в этот диагноз еще свои установки, в то время как вас жизнь фактически стряхивает, чтобы вы ее меняли. Колоссально меняли, основательно меняли. Вот. А вы в этот диагноз еще вот тащите чемодан своих каких-то психологических травм, деструктивных взаимоотношений с близкими людьми. Не вычеркиваете этих близких людей, которые фактически откровенно очень часто желают вам смерти. У меня, например, одна девушка, у нее мощный синдром был, тоже РМЖ. Синдром связан с мужем, который там живет в квартире и как бы не хочет уезжать. Он ей прям в лицо, человек-алкоголик, безработный, сказал, ну, что, типа, съезжать, ты же все равно скоро умрешь, да и я скоро умру. То есть человек откровенно, открыто, не прикрыто ничем, желает ей смерти. И она еще там что-то, ей неудобно его как бы из квартиры выставить. Она вынуждена жить где-то, проживать мощный беженец, по этой причине замедлять свое выздоровление, потому что ей неудобно выставить придурка мужика, алкоголика, который создает ей мощную неблагоприятную среду. И это все, конечно же, будет влиять на ваш беженец.